Вы, наверное, уже слышали что-то о мормонах, но что из этого на самом деле является правдой? Мифы о мормонах. Простая интерпретация. Миф первый. Большинство мормонов живет в Юте. Это не так. В действительности из примерно 13 миллионов членов церкви в Юте проживает лишь 12%. Больше половины из них проживает за пределами США. В Юте процент мормонов на душу населения действительно высок, около 60% от всего населения. Причиной этому служит то, что в XIX веке мормоны переезжали в Юту, спасаясь от преследований. Миф второй. У мормонских мужчин несколько жен. Это не так. В течение непродолжительного периода в XIX веке некоторые члены церкви на самом деле следовали практике полигамии. Однако она была прекращена в 1890 году, и с того времени была утверждена практика моногамии. В течение последующих лет от церкви отделилось несколько групп, некоторые из которых ввели практику полигамии. Примером служит фундаменталистская церковь Иисуса Христа в Техасе. Члены этих групп не являются мормонами и никаким образом не связаны с мормонской церковью. Напротив, если член мормонской церкви практикует полигамию, его сразу же исключают из церкви. Миф третий. Мормоны не верят в Библию. Это не так. Библия является существенной составляющей мормонских священных писаний, известных как образцовые труды церкви, которые также включают книгу Мормона, Учение Завета и драгоценную жемчужину. Мормоны часто используют Библию во время богослужений, уроков воскресной школы и личного изучения. Миф четвертый. Мормоны не христиане. Это не так. Термин «мормон» в действительности является прозвищем. Настоящее название церкви – Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мормоны утверждают, что их церковь – это восстановленная первоначальная церковь, руководимая Иисусом Христом. Мормоны следуют учениям Христа, принимают Его причастие и молятся во имя Его Небесному Отцу. Миф пятый. Мормоны поклоняются Джозефу Смиту. Это не так. Мормоны уважают Джозефа Смита как Божьего пророка, так же как Моисея, Авраама, Исаию и других пророков в Библии. Мормоны верят, что пророк может общаться с Богом и получать от него наставления для церкви. Как пророк, Джозеф Смит сыграл важную роль в восстановлении на земле Церкви Христа. Тем не менее, поклонение отводится исключительно для Бога и Иисуса Христа. Миф шестой. Мормоны не употребляют алкоголь и не курят. Это на самом деле так. В 1833 году через пророка Джозефа Смита церковью была получена заповедь, запрещавшая употребление алкоголя, табака, кофе и чая. Верные члены церкви следуют этому закону здоровья, также известному как слово мудрости. Теперь, зная все это, в следующий раз, когда вы услышите один из этих слухов о мормонах, вы можете сказать «на самом деле». Чтобы посмотреть другие интересные видео о мормонской вере, посетите сайт mormonsmadesimple.com.